Так, выключаем свет. Все. Печку закинул. Стырые дрова, пусть тлеет. Короче, ребят, сейчас, как и говорил, съездим на рыбалку. Смотрите, как рассвело, как все поменялось. Сейчас линия, как красиво. Начало зимы уже скоро. На машине поеду на где-то пару километров до озера. Сейчас дорога есть. Не буду пешком ходить. На машине поеду. Единственное озеро, где можно кого-то поймать. Никого не вижу. Сейчас время. Должны косачи выходить. Ладно. Ружье тоже с собой возьму. Может, где-то еще и увидим их. Если увидим, буду снимать, показывать. Тулан за мной побежит. Тут такая яма, брат. Все подровнять. Да. Вот это да, ребят, действительно. Это дерево, конечно, срубят. Там балочные будут еще тут расширять. Пипец. Это сильно, конечно. Да, здесь дорогу будут расширять еще. Это все будут вырубать тут. Здесь, ребята, остановлюсь, посмотрю. Тут даже бульдозер стоит. На речку посмотрю и интересно, какая-то живая душа есть, нету тут. Вот такой бульдозер тут стоит. Река везде уже закрыта. Обычно тут тоже косачей очень много бывает. Что-то нифига нигде нету. Да, лед встал капитально уже. Ребят, вообще пока ничего не сделано. Ну, бульдозер на туда-сюда, ребят, съездил еще. Здесь будет развилка. Здесь я поеду направо, а дорога пойдет налево. Туда. Вон там будут трассы делать. Напрямик. Там делянки будут. Тут водостоп тоже сделано. Вырыли все. Ихняя работа тут закончилась, все. Уже. Они в другую сторону, короче, поехали. Старые следы я вижу у людей. Ребят, решил я где-то с километр схожу в этот с ружьем побродить хочется. До Пилявача хотя бы схожу или до Евроизбы. Сейчас общались с охотниками. Вроде где-то кто-то видел кого-то. Не знаю.
Ладно, схожу, посмотрим. Такая сухая погода, безветренная. Вообще не холодно, не жарко. Иду, вспоминаю, как я тут долбил косачей раньше. Этих березок. Навалом их было. Стрелять не хочу. А сейчас идешь без выстрела, даже никого я еще не видел. Собака не знает где. Идем дальше. Короче, шел и дошел уже до Евроизбы. Тут на УАЗиках заезжали, много следов. Просто пешком тоже заходили. По пути кто-то. Вот в прошлом году вот в этих деревьях и там еще подальше были косачи. Один раз я стрелял и все. В этом году их просто тут нету. Вот она, Евроизба, ребят. Сегодня заходить туда не стану. Чтобы время не терять, я обратно пойду. Можно здесь, по полям, вдоль реки. Но там трава не скошена и неприятно идти. Вот. А вид такой отсюда. На речку. Ветер поднимается. Северо-восточный вроде. Где же птица, ё-моё? Вообще птиц нету. Хоть убей. Баня. Я что-то много раз снимал эту избу, а баня. Все забываю, черная баня там. Без окон, без дверей, наверное, заброшенная. Так, ладно. Тулан вон активно бегает, ищет. Очень много мышей, горностая. В 2 местах еще зайчьи следы видел. Можно туда еще сходить, но тоже там заросло уже. Нет, не буду время терять, ребят. Туда! Пошли! О, сколько вон, смотрите, сколько следов. Не знаю, может ночевали тут везде. Поэтому здесь прям до хрена. С ночевкой может кто-то приходил. Возможно. Может хозяева на Ниве приезжали. Андрею привет, Андрею Малахову. Николая сейчас на днях видел уже. Не на днях, а вчера даже видел. Вот. Короче, пойду я обратно. И пойду, наверное, тоже по дороге. Самый лучший вариант, чтобы не спотеть. Хотя уже немножко я уже начал потеть. Я так спокойно уже стараюсь идти. Чтобы на рыбалке не остыть потом. Ребята, увидел рябчика. В кустах сидит. Кормится. Попробуем. В кустах он. Там еще второй вон взлетел. Этот в кустах не вижу. Не пробьет пуля. Вон, слышите? Два рябчика вроде как. Да, за ветками, ребят. Не пробьет. А, еще третий, там три рябчика, ребят. Этот вообще в кустах. Этого точно не пробьет. Потом ниже один там. И слева еще третий. Кормятся все. Слева вот попробуем там. Уже что-то получится.
перелетят или нет. О, заметили еще. Уже заметили. Кормятся активно. Близко подходить не обязательно, вон еще третий, да. Четвертый, там еще четвертый ниже. 4 рябчика. Все, начали улетать. 4 рябчика, ребят. Толку стрелять я не вижу, просто не вижу. А он еще 5-й, и он 6-й. Этот более-менее. 6-го вижу он. Блять, перелетел даже. Целая стая рябчиков. 6 штук. Ну все, начали улетать. 6-й, 7-й, 8-й. Тут были 8-й, 9-й, 10-й. Не попал. Знаете, как воробьи, тут 10 штук, не меньше. Я не знаю, куда я выстрелил, я не попал. Выше, наверное, пуля прошла. Не знаю, просто не знаю. Вон еще остаток, еще один есть. Сейчас Тулан побежал к ним. Он улетел. Вообще кусты такие непробиваемые. Этот более-менее еще как-то. Вон еще один. Штук 15 рябчиков, не меньше. 20-30 штук. Вон. Вылетели вон ту сторону. Знаете, не поверите, штук 30 рябчиков. Вон еще один. Так много я еще ни разу не видел. Чтоб такая куча была рябчиков. Переходят куда-то на перелетные, может, какие-то. Ну, хоть выстрелил и то. Может, по-новому сейчас уже давление другое, зима. Может, по-новому надо оружие пристрелять. Патроны от мелкашки. Короче, не попал. Сегодня обязательно надо пристрелять оружие. Понять, куда пуля летит. Но шороха ничего я не услышал, когда рябчика выстрелил. Это говорит о том, что, думаю, пуля выше пошла. До 100 метров, в принципе, одним прицелом в яблочко стреляя, экспансивные или патроны. Куда-то к реке все улетели. И очень сложно их найти. Расцветка у рябчика. Вот так. Идем обратно. Я уже в ту сторону снова сходил. Вот здесь я. Может еще встретиться. Смотрим. Ну вот, ребят. Такая охота была. Сейчас недалеко еще от собаки. Вот рябчик прям по дороге улетел. Как ни странно, рябчик есть. И немало, вам скажу. Ну здесь один, а там такая куча была. Очень много. Примерно 25-30 штук. На скидку так. Машинных следов. Вот смотрите. Ужас, сколько мышей в этом году. Очень много. Так что, если мышей много, куница в капканы тоже не особо лезет. Для них корма навалом в этом году. Наша машина. Да, без пристрелки лучше никуда не идти завтра. Надо пристрелять оружие. Но где-то до рябчика примерно 70 метров было. Может чуть больше, может чуть меньше. Ну так, примерно 70 метров. А косачей не видел. Где? Ладно, сейчас пойду на озеро, вот на это озеро.
попробуем, порыбачим. Живца надо мне поймать, живца. Самое главное. Там вешки стоят, палки. Фу, хорошо.